Всем привет, ребят! Очередная рыбалка сегодня будет у нас. Сегодня 10 февраля. День такой ветреный, как и на прошлой рыбалке. Такая же картина. Температура минус 8 градусов. Сегодня со мной собаки. Они уже сейчас где-то с прошлого похода отлежали бока уже. Не могут насладиться беготней, бегают. Сейчас полпути. Айда у меня на буране ехала, а там я высадил потом ее. Думаю, тоже пробежится. И здесь дорога не такая ровная, скидывает буран. Вот. Ну, посмотрим, какая рыбалка сегодня будет. Что нам даст сегодня река наша. Хороший день, хорошее начало. Посмотрим, как будет. Смотрите на их счастливую морду. Они счастливые, довольные, да. Все докапываются до моих собак. Какое вам вообще дело до моих собак? Какие они у меня? Лают, не лают, работают, не работают. Какое вам дело, действительно? Пишите вся хуйню, блядь. Зло берет. Мне с ними весело. Что еще для радости надо? Я не один. Это мои друзья, верные друзья. Айда никогда в жизни меня не предаст. Тулан пока непонятный, да. Тулан такой же, как и мой карабин-лось. Тулан пока не работает, карабин-лось пока не попадает в цель. Вот и вся картина. Так что идите стороной, если не нравятся мои собаки. Я вас не держу, не заставляю смотреть на них. Умные все стали. Да, айда. Пойдем на рыбалку. Пойдем на рыбалку. Посмотрим. Пошли. Так, буран оставляем. Ключ оставляем. Ничего брать с собой не будем. Ух. Что-то не катит ни хрена. Эта гора слишком, как будто не такая высокая, но, знаете, вот я лучше стороной лыжню как-то сделаю. Блин, боюсь, что могу шлепнуться и вот так стороной пройду. Фух. Так, пока на льду никого нету. Это такая злюка. Вообще Тулана не подпускает к себе. Тулан хочет играть. Айда. Ну, с возраста щенка как-то так и шло у них. Что Айда не очень так и принимает Тулана. Слышите? От лыж шум идет. На снегу такая корка, пленка получается. Из-за того, что такой снег превращается в дождь. И вот такая корка где-то с миллиметра. Айда. Тяжело идти. А вы конкретно тогда пробежали за бураном этот день. Так, ну ладно, сейчас где-нибудь здесь остановимся. Попробуем. Ни хрена. Глубоко. Но еще выше придется подняться. Чуть выше поднимусь. Глубина мне не очень нравится.
Вот такая мормышка. Два опарыша прицепила. Сегодня красный опарыш еще. Дополнение у меня. Опа. Так. О, пулан пришел. Ладно. Ловись, рыбка большая и маленькая. Фух. Укрытие такое сделал. Палатку. Полностью не поставил так. Времянка, посмотрим, что-то будет, не будет. Неподвижный кивок, ребят. Уже где-то полчаса сижу. Найда, уйди. Уйди. Полчаса сижу, ни одной поклевки. Думаю, пора менять место. Здесь не клюет. Там дальше за поворотом от Ю, может до туда, ну где-то с полкилометра еще подниматься на лыжах. Можно, в принципе, и на Буране сегодня было ехать по льду, потому что на льду воды нету, и Буран не застрянет. А тут смысла я не вижу дальше сидеть. Если рыба есть, он в течение 15 минут обязательно уже поклевки дает. Ну, половину уже прошли. Здесь, блин, вообще непонятная река. Даже он как будто промоина там видно. Похоже на это. А так наверху на льду вода тут опасна. Переход на Буране ездят тут. Он. Да, тяжковато ходить сейчас. Вон там, ребята, отбью. Там небольшой шалаш на другом берегу. Мы дошли до цели. Здесь я буду рыбачить, пробовать. Дальше не пойду. Там еще обычно на повороте возле песка. Но ловится на мелкая рыба всегда. Каждый год. А тут вот в этом пятачке, в принципе, если попасть на клев, здесь все ловится, и плотва, и елец. Да, на лыжах тяжело идти. Проваливаешься конкретно сейчас по колено в снег. Вообще снег не держит. Тонешь, короче. Так, ладно, сейчас, наверное, здесь попробую первоначально, а там посмотрим. Вот именно вот где-то вот тут. Здесь не глубоко, а там омут. Глубина, не знаю, там больше 5 метров. Может даже 8 метров. Чуть выше. Там вообще ямы мощные. И здесь семга всегда отдыхает. Вот тут. Они когда поднимаются на мелкой реке, вот в Адью он поднимается. И здесь на глубине он отдыхает. Так, ладно, попробую вот тут. Вот это я спотел. Ну что, ребят, поменяли место, но ничего у нас не изменилось. На новом месте уже минут 20 сижу. Бесполезно, ни одной поклевки. Опять не попали. Не угадали с лункой. Это как лотерея тоже. Если попадешь там на рыбу, будет удача. Но вот второе место поменял, и бесполезно. Сейчас еще, наверное, фиг с ним, схожу чуть повыше, и на одном месте еще попробую.
Если ничего не будет клевать, соберу все вещи и обратно пойду. Значит, тут делать тоже нечего. Ну, давно уже мне хотелось сюда сходить, посмотреть. Не знаю, почему так в этом году не ловится рыба, но пока 0 сегодня. Нагулялся бездельник, вон, смотрите, идет. Я его и не ждал сегодня уже. А значит, Данивший разбегал и обратно идет. Бежит. Тулан! Лок! Виноватой походкой идет. Короче, тут я просверлил. Вон там лыжи возле Тулана. Сейчас дойдет до лыжных. Там пробурил там метров 3 глубина. Здесь такая же самая от меня, где-то 5 метров. И еще вот тут пробурил. Здесь уже такой порог получается, и глубина небольшая. Глубина небольшая, буквально подо льдом, ну, от силы 90 сантиметров. Это конечная остановка у меня сегодня. Больше дальше я ходить искать не буду. Я нахожусь напротив устья реки Одью. Вот вытекает здесь река Одью. Тулан, а? Где был? Где был бездельник? Где был? Я уж ругал тебя, оставил бездельник меня. Ну, наконец-то он пришел, и то хорошо. Айда, возле меня. Ну, нагулять, иди. Все в сборе. Все в сборе, наконец-то. Ладно, сейчас только что сел, я здесь буду сидеть, ну, минут 20, так тоже посижу. Посмотрим, как пойдет дело. Если клевать не будет, будем возвращаться. Неугомонный Тулан все бродит, не может успокоиться. Туда-сюда, вот так спокойно ходит. Там шалаш на том берегу. Туда пытался подняться. Обратно возвратился вон так. Ходит. А я смотрю на кивок. Кивок без движения. Одним словом, сейчас тоже уже 25 минут. Примерно так сижу. И ни одной поклевки. Одним словом, ребята, наверное, буду я закругляться. Сегодня чуток не повезло с рыбалкой. Очень надеялся, что здесь я кого-нибудь поймаю. Так что разницы нет, что рыбачить возле села, недалеко от села. Вот или примерно где вот мы оставили буран. Возле бурана недалеко порыбачить. Или же вот сейчас мы прошли 3 километра от села выше, получается. И разницы никакой нету. По реке Адью уже поднимается. Там шорох какой-то был, я не знаю. Думал, косачи куда-то прилетели. А это, наверное, просто от ветра шуршит так деревья. Такие звуки дают. Трудно ходить сейчас на лыжах. Чтобы куда-то для интереса сходить там на охоту. Много не пройдешь. От силы 5 километров. Вот. Ну что еще добавить? Тулан. Анкабель. Я не знаю, куда он пропадал. Но пришел. Это, ну, неплохо для меня. Я не думал, что сегодня он придет. Он сходил, наверное, в село. Что-то там погулял и обратно пришел. Были вопросы тоже вот насчет собак. Что лучше, сучку брать или же кобеля? Ну вот наглядные примеры в моих видео вы видите. У меня сучка и кобель. Сучка, Айда, она всегда со мной. Меня никогда в жизни не оставит. Не оставляла, не оставит. А кобель, он странный. Кобель, он странный. Может и оставить тебя, может и еще куда-то пропасть. За сучкой угнаться. Так что
Но он, кобель сильнее. Сильнее сучки. Ну все, уйди. Сильнее сучки. Ай да вот. И... Ну что? Ну, что-то вот говорит. Да. Ай да. Ай да. Это на будильник, на телефон твой звук надо поставить. Ай да. Вот так они любят меня, ребят. Что бы вы мне не писали, я их люблю, и они меня любят. Действительно, они любят, уважают, мешаются рыбачить. Ну все, уйди. Так что, если желаете приобрести собаку по боровой птице, думаю, лучше сучки. Если на зверя, если попадете, хорошая собака попадет, кобель зверевой, конечно же, кобель, думаю, лучше. Ну, на зверя практически я не ходил еще, но советы все равно могу дать. В основном у меня все собаки были сучки, я знаю, что сучка вернее, и, между прочим, сучка раньше начинает работать. Если также хороший щенок попадет, сучка, то в полгода может даже облаять кого-то. Белку хоть или же кополуху, любую добычу вообще. А кобель, у меня кобель был хороший рабочий, наверное, где-то в год, наверное, он тоже уже залаял. Но и птиц-то в те года очень много было. Я глухарей много стрелял, очень много было глухарей. Добывал их с ружьем, нарезного не было, с ружьем нормально так подходил, стрелял. А сейчас птицы меньше и хитрее, намного хитрее, чем раньше было. Чтобы добыть глухаря или косача без нарезного очень трудно. Но есть также охотники, которые гладкоствольные ни на что не променяют. Один плюс гладкоствольного также с пулей, скажем, убойная сила больше. Скажем, 12 калибр, если с пули стрелять в медведя или лося, там поражение больше, чем от нарезного. С нарезного, конечно, шансов больше, чтобы стрелять из дальнего расстояния. Хоть лося, хоть птицу, там намного дальше можно стрелять. Вот. Ну, рыбалка хреновая у меня сегодня. Вот просто захотелось что-то вот рассказать, сказать. Вот в данный момент рассказал плюсы, минусы собак. Не везет с рыбалкой, что поделаешь. Сегодня вообще бесклёвье. Какие календари вы бы не читали, что вот в интернете выкладывают календарь рыбака. Никогда не верьте этим календарям. Это все полная чушь, выдумка, ерунда. Я не знаю, что еще добавить. Если на водоеме есть рыба, никакой календарь не нужен. Вы и без календаря что-нибудь поймаете. А если нету рыбы, как у нас, вот, блин, снег с дождем и экран опять сырой становится. И у нас также сейчас не только я один рыбачу, многие рыбачат, ходят, и все у всех одна и та же картина, бесклёвая, рыбы не ловятся. Некоторые ходят за хариусом, но хариус тоже у меня знакомый сходил, целый день рыбачил и поймал одну штуку за целый день. Это разве рыбалка? Так что у нас глухозимье, в общем, продолжается. Не знаю, может и вообще быть такое, что и не будет клевать. Фиг знает, что в этом году творится с нашей рекой. Потому что каждый год мы рыбу, ельцов ловим.
В этом году пока тишина. Ой. План вот тут. Ну что, наверное, я буду собираться, ребят, и пойдем к Бурану и поедем домой. Может, еще по пути поснимаю что-то, расскажу. А здесь без толку сидеть мне просто надоедает. Эта рыбалка мне чисто надоедает. Я не такой заядлый рыбак, чтобы сидеть целый день ради одной поклевки. Если есть рыба в течение 15 минут, обычно всегда клюет и может так целый день клевать. А сегодня уже 4 место и ни одной поклевки. Значит, это дает знак, что пора идти домой. Тут больше делать нечего. Ладно, ребят, собираюсь и пойдем домой. Опять включился, ребят. Я уже на лыжах иду. В 2 словах еще хочу просто поговорить, рассказать, почему нету рыбы, там удивляются, пишут тоже в комментариях, живем в такой глубинке и нету рыбы. Все очень просто. Ну, протяженность реки, скажем, до верховья, вот с нашего села, примерно, ну, чтобы не обмануть, примерно 100 километров, наверное. Там уже река сужается, невозможно, непроходимая река. И вот эти 100 километров, считай, круглый год рыбаки рыбачат, ловят рыбу. Не думайте, что зимой река отдыхает. Всю зиму также на снегоходах, на буранах ездят, рыбу ловят. Дальше. Река не такая большая у нас. По ширине, ну, от Чилы, да фиг знает сколько по ширине. Метров 70 может. Водится всякая разная рыба. Окунь, плотва, ёрш, елец, налим, щука. Много пескарей раньше было. Сейчас их вообще нету. И на этой реке у нас село не такое большое, не такое маленькое это есть. Я имею в виду. Не такое маленькое. И почти в каждом доме есть рыбак, который ходит. Зимой меньше народу ходит, конечно. Но как лед уйдет, все начинается. И до поздней осени каждый день кто-то рыбачит. Вот и представьте, это такая армия рыбаков наших. И еще вдобавок приезжают с города. Каждый день рыбачат. И, конечно же, меньше становится рыбы. Да и толком, если, скажем, период нереста не рыбачили, то простительно было бы. Мне вот это задевает, когда период нереста еще рыбачат. Также вопрос, почему все рыбачат? А потому что пытаются что-то поймать. В некоторых семьях рыба это дополнительный, как бы, ну, чтобы прокормить семью. Много не наловишь, но все равно, скажем, на жареху поймаешь, ты уже сэкономил, скажем, на ужин дома. Это я имею в виду тех, кто вообще не так богато живет. Да практически все так живут. И у людей нету лишних денег, нету работы.
много свободных времени сейчас стало. И все стараются, чтобы убить время, ходят на речку, рыбачат. Ну, это так, мои размышления о жизни. Я говорю правду о жизни, как есть. Как-никак все равно весной рыба на нашу в реку, вот тут, смотрите, под снегом вода. В нашу реку еще рыба поднимается. Это получается поднимается с Северной Двины, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, можете подправить. Здесь конкретно вода поднялась. Приходится стороной обходить. Ну и тут где-то он промоин, я вроде как видел недалеко. Так что, ребят, раньше только летний период рыбалка была, а сейчас круглогодичная. Посмотришь интернет, везде такая фигня, короче. Везде ловят круглый год. И думаю, ничего не изменится в лучшую сторону, я имею в виду. Какая была у нас бесклёвья, так и останется. Не знаю, как вот камеру держать, чтобы такой мокрый снег не попадал в объектив. Сейчас, короче, такой снег превращается в дождь, такая погода. Февральская погода, должна быть морозы еще стоять. У нас такая картина. За январь не знаю сколько дней, только морозы были еще. Теплая зима. Приметы. Раньше верили в приметы. Много рябины, значит холодная зима будет. Вот вам наглядный пример также. Уже который год так примечаю. Если рябины много, один черт теплая погода будет. Сейчас ничего не совпадает, как раньше было. В старину как-то в примету верили и совпадало все. А сейчас так все идет, что опять тулан у меня пропал. Там, короче, бураница, которая через реку проходит, он по буранице ушел. Может бродить там не знаю сколько. Самостоятельная собака, вот интересная какая-то. Думаю, если больше было зверей, он может чему и научиться. Ну, фиг знает, тоже гадать. Не знаю, ну ладно, придет. Не заблудится тут. Вот так, ну половину дороги я пока болтал, прошел. Немножко спотел. Вот такая рыбалка. Не судите строго, ребят. Поймите правильно. Если есть рыба, если ловится рыба, конечно же, видео будет с результативной рыбалкой там. Конечно же, все я покажу. Ну вот, сегодня полное бесклёвье. Так, получается, 3 места поменял. Да. Здесь уже на первое место, наверное, скоро. Сейчас за поворотом посмотрю, может, рыбаки пришли. Они позже меня обычно приходят. После 9. Я сегодня выехал где-то в 7 часов. Но уже день такой, ну, уже длинный. Чувствуется, что рассвет такой
после 6 уже можно на лыжи встать и ходить. Вон Тулан идет. Догоняет. Тула! Тула! Вот Айда, вот ревнивая собака такая, блин. Айда ревнивая, вообще не подпускает Тулана ко мне. Даже близко. О, Тулан! Под лапы набивается лед, вот так образуется. Вон он. Главный бездельник. Вот такие елишки, ребята. Ух. Зато прогулялись. Вот пару километров я... Ну, туда 2 километра, сюда до Бурана 2 километра. Общей сложности где-то, грубо говоря, 4 километра. Может меньше. Может 3 километра получится. Но зато, знаете, вот кровообращение такое. Сердцебиение чувствуется. Вот. Сердцебиение учащается. Значит, и кровь циркулирует лучше. Так что, конечно же, это польза, когда ты ходишь. Тем более на улице. Не в спортзале, которые вот штанг, гири, фитнес занимаются. А именно вот такое физзарядка на лыжах или же просто вот ходьба на улице. А в фитнес-клубах там духота. А такие, да за это еще деньги платят. Ну, люди какие-то вот странные, конечно. Если оздоровительная гимнастика, я бы тоже не отказался. Скажем, вот для здоровья, скажем, вот упражнения какие-то делать. А то, что в моде ягодицы, чтобы больше стали, это для деревни это как-то дикая ерунда. Может, городским и... Так, ну ладно. Каждый все выбирает сам. Чем заняться, где ходить, что делать. Многие считают тоже, думаю, бесполезное занятие вот ходить на лыжах, следобором, плечах. Конечно же, критики везде есть. Я кого-то критикую, меня критикуют. Вот такие дела. Последний подъем, ребят. Я возле Бурана уже. Я уже возле Бурана. Пока шел, никого не видел. Обычно там рыбачат, здесь рыбачат. Но сегодня рыбаков никого нету. Только я сегодня один тут на реке был. Видимо, он самостоятельно уже села. Понимаешь, что надо ехать. С полслова понимает, что лучше ехать. А Тулан уже убежал. Все. Он скоро дома будет. Нас он не ждет, пока мы ковыляем потихоньку. Вот так. Ида, научишься. Вот бы тебя туда посадить, вообще прекрасно было бы. Да, Ида? Ну-ка сейчас попрошу сейчас высадиться и сама сядет или нет. Лак, Ида, лак. Смотри, не хочет даже. Лак, лаквалы, лаквалы. Ах ты, кучумый. Давай, он. Вот так. Так что, ребята, кто сомневался, что Олег не сможет приучить Айду Бурану, вы ошибаетесь. Собака разок сейчас вот съездили, она немножко помучилась, до смерти она устала, но зато, вон, смотрите, результат какой. Она начала понимать, лучше сесть на Буран и ехать на Буране. А Тулан, он крепыш, мне его не жалко. Он хоть устанет, он все равно еще столько может пробежать. Конечно, не будет так гнаться, но потихоньку он дойдет. И у него место на санях. На УАЗике у него место на этом,
как его, не в кабине, а на бортах, или как же он, в кузове вообще, в кузове его места. Такие дела. Ну все, сейчас снова поедем мы. Спасибо всем, кто досмотрел очередной фильм. Спасибо всем, кто смотрит мои фильмы. Я обледенела, все. Идет дождь на улице мелкий. Сегодня 10 февраля 2020 год. Вот такие дела. Вот такая рыбалка у нас, ребят, была. Всем пока и ждите новое видео. А она будет. А я куда сяду? Айда. А я куда сяду? Молодец. Сейчас поедем.